Идея проведения живого концерта музыкального проекта «Харахару Арихабы» в Нальчике принадлежит Зауру Борову. Его хорошо знают в нашей стране. Заур – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. У него здесь много друзей. В прошлом году Заур Боров побывал на концерте «Хару Арихабы» в Сухуми и решил – это должны увидеть в Нальчике. Идею поддержал генеральный спонсор проекта «Харахару Арихабы» компания «Аквафон». Меня несколько удивили эти мальчишки. Не модно сейчас, ни на Кавказе, вообще нигде не модно сейчас, чтобы молодежь пела патриотические песни. Модны вообще другие вещи. То есть молодежь как бы на историю, на родину, еще на что-то внимание не обращают. Их везде телевидение, я не знаю, там жизнь вообще учит. Развлекайся, живи в свое удовольствие. А тут вообще какие-то совсем молодые ребята, которые вот такие вещи делают, это для меня было удивительно. Уходит одно поколение с исторической арены. Поколение, которое укрепило абхазо-черкесские отношения, выиграло войну. Для воспитания молодых людей, которые продолжили бы дело старших, и было решено провести концерт в Кабардино-Балкарии, говорит Заур Боров. Я почему-то решил, что вот это придаст толчок молодому поколению, что они смогут уже сами как-то, зацепиться друг за друга, понравиться друг другу. Надо же с этого начинать. Люди должны понравиться друг другу. Они должны слушать песни друг друга, рассказы, шутки. И я Алхасу сказал, Аргун, я имею в виду Алхас, это Аквафон. Я ему сказал, и он очень живо подкинулся. И сказать, что я был организатор, это неправда. В принципе, все для этого сделал Алхас. Концерт был запланирован в Доме кино в Нальчике. Послушать песни, рожденные войной, пришли добровольцы, родители погибших, общественность, а также молодежь. В 2011 году в Республике Абхазия, в Братской Республике Абхазия для вас по инициативе, по идее Берна Худжава была создана некая творческая атмосфера. Речь идет о проекте «Песни нашей победы», посвященные сыну народа Абхазии, настоящему герою, главнокомандующему первому президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Марцинку. Сразу же на эту идею откликнулась компания «Аквафон ГСМ», в частности, это генеральный директор этой компании Алхас Аргун. То, что мы находимся здесь, в Нальчике, не случайно, отметил генеральный директор компании «Аквафон» Алхас Аргун. Ведь нашей победе мы обязаны кабардинскому народу. Когда в Абхазии началась война, кабардинцы одни из первых протянули руку помощи и встали плечом к плечу с абхазским народом. Кабарда подарила нам великого султана Сосналиева и легендарного Гену Карданова, отметил Алхас Аргун. Мне очень приятно сегодня здесь находиться. Большинство песен, которые сегодня здесь прозвучат, в оригинале они были записаны прямо на фронте, они были написаны самими ребятами, солдатами, и многие из них, к сожалению, погибли. И эти песни, мы все знали их наизусть еще во время, прошло время, когда идет время, вы знаете, да, все стирается потихонечку, все, может, покрывается какой-то пылью, и когда я пришла вот с таким проектом, просто поддержать, я был просто счастлив, что я могу какую-то капельку участия в этом прекрасном проекте принять. Еще одна вещь, те ребята, которые будут сегодня играть перед нами, и многие из них являются сыновьями этих людей, которые написали, которые были командирами в нашем войне. И я думаю, что это прекрасно. Эти песни несут дух свободы, дух победы, который мы должны не утерять, несмотря на то, что проходит время, а наоборот придать какой-то новый толчок. Я думаю, мы с вами, с вашей помощью, в будущем обязательно еще дальше разовьем. Автор проекта Эмма Ходжа отметила, что победа в этой войне у нас общая, а впереди нас ждут победы уже в строительстве мирного государства. Дети должны знать тот путь, который прошли их отцы, и в дальнейшем продолжить скреплять отношения между двумя народами, подчеркнула она. На концерте были исполнены песни из музыкального фильма «Харахару Арихабы». Зрители хорошо знали композицию Адыганыса, которую во время войны на передовой исполнил доброволец, отдавший свою жизнь за свободу Абхазии Руслан Желетежев. Благодаря ему теперь и в Абхазии знают и любят эту песню.
Живая музыка, качественная аранжировка, хорошее вокальное исполнение – все это не оставило зрителей равнодушными. Особенно им пришлась по душе песня «Аяйра». В заключении программы ведущий концерта Эрик Мика исполнил песню «Кабарда», что стало приятным сюрпризом для всех. Каждый зритель воспринимал песни по-своему, но кажется, что по-особенному песни затронули добровольцев, ветеранов войны, тех, кому дороги воспоминания, связанные с военными событиями в Абхазии. Как-то сразу, знаете, по сердцу прошло и сразу как бы оказался в том времени, как бы, знаете, вот с одной стороны вроде бы и хорошо, а с другой стороны, как то время очень тяжелое и страшное время было. Тем не менее, очень приятно. Приятно, что приехали, приятно, что люди как-то обращают на нас внимание, не забывают Абхазия про нас. Вот. Хочу всей Абхазии передать привет. Хочу своим друзьям, боевым однополчанам. Даже я, вот все-таки, я была в самой молодости, когда эта война шла, мне было 20 лет, но вот буквально недавно какие-то мысли все равно пробуждались. Нужно ли было это нашим ребятам? То ли их забыли их подвиги, то ли имена не названы. И все равно это в душе все время проходило. Сегодня я поняла, что нет, никто не забыт. И это обязательно нужно, потому что если это почувствовала я, то молодежь это обязательно усвоит и прочувствует, что не зря были отданы жизни и не зря погибали братья, отцы. Молодежь получила огромное удовольствие от концерта. Уже после его завершения в интервью нашей съемочной группе они говорили, что на таком мероприятии они не были давно. Концерт, конечно, впечатлил очень, и мурашки по коже от некоторых песен. Ребята отразили в своих песнях ту боль, которую перенес абхазский народ. Конечно, это очень все трогает. Отдельное спасибо организаторам такого мероприятия памятного. И хотелось бы, конечно, пожелать всем нам мира и вечная память погибшим в этой войне. Концерт, по правде говоря, очень хороший, очень замечательный. Нам понравился, если честно, мы даже, когда нам объявляли об этом, когда нам говорили, нам не казалось, что он будет таким грандиозным, можно сказать. И мы до сих пор под впечатлением. И больше всего понравилось то, что концерт этот носит весьма патриотический характер. Некоторые песни, которые здесь прозвучали, нами были слышны и раньше, так как благодаря нашим старшим, которые и в Абхазской, грузино-абхазской войне участвовали, и нам рассказывали об этом. Некоторые песни нам до этого были знакомы. И вот что касается самого мероприятия, то по нашему мнению такие мероприятия должны проходить почаще, так как общеизвестно, что между адыгским народом и между абхазцами существуют древние исторические связи. И по сути мы являемся родственными народами. И вот такие мероприятия и мы должны способствовать тому, чтобы между нашими народами вновь окрепла дружба, и чтобы наша молодежь держалась друг за друга так, как больше, чем на самих, нам надеяться не на кого. Просто взрывные ощущения, парни молодцы, все таланты. Не ожидала, честно, просто не передать словами. Настолько все хорошо было, настолько организовано. Идеально было просто. В следующий раз пойти невозможно пропустить этот концерт. Песня «Рада» очень понравилась. Она на самом деле до слез затронула. Адыганеса в исполнении ребят тоже очень понравилась.
Подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Нужно попытаться интегрировать культуру наших стран, раскрыть вот этот вакуум, который сейчас существует между Республикой Абхазия и всем остальным миром. И, в общем-то, я уверен, что мы можем стать тем мостом как раз для того, чтобы культуру Республики Абхазия продвинуть вообще в мир. Я этот проект видел по интернету, смотрел, в принципе, знал, какие песни будут, но, конечно, по интернету и живое исполнение это немного разные вещи. Я впечатлен, как и большинство, да я даже не боюсь этого слова, как и все, кто смотрел этот концерт, я впечатлен в том плане, что энергетика, которая царила в зале, которая шла от исполнителя, она была просто невероятная. Если вначале это были такие душевные, лирические, трагические песни, то в конце Аяйра песня, потом вторая песня, как такое название, эти песни прям зажгли публику, и такое воодушевление, особенно когда флаг вынесли, это было просто неописуемо. Нужно, конечно, потому что Абхазия и Адыгея это не просто два народа, которые живут на Кавказе, это два родственных народа по крови. Мы, к сожалению, немногочисленный народ, у нас много родственников нету, поэтому мы, конечно, должны держаться друг за друга. После концерта молодым раздавали диски с музыкальным фильмом и майками с изображением Владислава Арзенба, заказанные компанией «Аквафон» специально для проекта. «Я надеюсь, что эти песни полюбят здесь, в Кабарде, как и в Абхазии», — говорит Заур Боров. Ведь музыка способна творить чудеса, и ей подвластны многие вещи, которые сложно объяснить. И, возможно, благодаря творчеству, и в частности песням, нам удалось победить в войне, отметил он. Сейчас, например, уже по итогам этого визита, ведь их слушали не только молодежь, их слушали композиторы, их слушали деятели культуры нашей. И в голове уже мысль, идея появилась, я ребятам ее озвучивал, какого-то совместного музыкального или музыкально-хореографического проекта. А когда ты делаешь совместную работу, это уже другой уровень интеграции абсолютно. Это первое. Второй путь какой есть. Вы все прекрасно знаете, что Абхазия не очень близко находится от Кабардино-Балкарии. Но сейчас есть такая штука, как интернет. Это социальные сети, фейсбуки, чаты, где молодежь активнейшим образом присутствует. И первое, что надо сделать, после того, как они друг другу понравятся, это сделать, чтобы это общение в социальных сетях стало очень оживленным. Это, конечно, обмен визитами не только на уровне молодежи. Вот представьте, что смог сделать один Алхаз. Фактически до прошлого года Алхаз Аргун ни разу не был в Нальчике. За один год он побывал уже в Нальчике трижды. Это и какие-то проекты, как проект, который вчера прошел. Это какие-то семейные встречи на свадьбах, да, и так далее. Теперь эти мальчишки, многие из них первый раз в Нальчике. А те, кто их здесь встречал, или как-то этих ребят, они не были никогда в Сухуми. Я уверен, что они в этом следующем году. Нам надо урезать эту дорогу, она должна стать очень короткой. Организаторы концерта, компания «Аквафон» и авторы проекта рассматривают возможность проведения подобных концертов во всех республиках Северного Кавказа. Эсма Джикерба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.